Приветствую. В наличии есть вот такие ножи, крутые, авторские. Начнем с этого. Оба шейники, веревка, вот регулятор, регулировка. Тут узел и лишнее можно отрезать. Вот. Плетеный конский волос здесь. И вот сель, грива. Коготь медведя, ылгын, чыңия называется. Тут игра слов, бери и делай. Обрамленный бивни мамонта. С узором, символом, как оберег. Вот этот вот знак, один, как буква З на узорах, означает «не», наследие, наследство. И вот два наследия, наследства соединились. Да, вот этот вот знак, как вопросительный, один сам отдельно будет «сю», жизненная сила. Китайцы говорят «ци». И вот два «ци» объединились, и пошла жизнь бесконечная. Вот это вот сверху божественный дух входит в этот мир. И пошла она вот жизнь бесконечная по кругу. Со всеми своими перепадами и подъебами. Ножны вот натуральная кожа в ручной прошивке. Вот так прошил. Ножик такой. Тут больстер из рога горного барана чубуку северного. Кап березы, рукоять наши северные. И заклинание на призыв человека в этом мире. С обращением духа. Духу призыва. Вот. В древние времена, когда девушка выходила замуж, ей дарили маленький ножик. Бхатча такой. И этот нож не для нее, это для нового человека. И она вот молила, вымаливала в этот мир нового человека. Вот заклинание Агыска айгытын араллатын сеттага яясытин эңердестин. 8-ступенчатый уровень развития человека в этом мире. Ну, это все развитие разума. И вот первая ступень Творец призывает в этот мир человека, объединяет 3 наполнителя. Вот символ. Ну, тут еще придем к нему. А вот второй Творец, когда человек сам сможет вот так вдохнуть воздух, с этого момента до конца идет тоже покровительствует. Они оба работают в тандеме. Западный человек их окрестил ангелом и чертом. А это вообще-то творцы. Это законы мироздания. Вот такой вот нож. Классный. Рабочий полностью. Не простой обычный нож. Но как нож рабочий и как оберег рабочий. Вот. Есть люди, которые подтвердят мои слова, который хотел стать дедушкой, подарил своим дочерям. Ну, один еще не подарил, я сказал, чтобы на свадьбу дарил. Одна молодая, вот второй получилось. Вот таких случаев у меня, ну, через меня пока 4. Вот 5. Пробуйте, покупайте классные качественные ножи. Нож. Вот второй. Перейдем ко второму. Тоже такая же веревка. Вот. Темях называется, да, пуговица. В переводе. Вот. Лассо, которым ловят оленя. Там дырки побольше. Ну, чтобы таким же способом сделал. А тут поуже, чтобы крепкий был. Можно связать узел для
Ну, наверняка. Вот. В черном стиле выполнен. Ручная прошивка, кожа натуральная. Тоже вот конская грива. Дань уважения предкам, духу, изобилия. Джагай называется. Творец. Ну и вот такой же оберег, как там. И непосредственно перейдем к самому ножу. Нож выполнен из дамасской стали. И тогда протравил. Углеродистые стали тут. Рез агрессивный. Протравил, чтобы он был темным. Каратемир называется. У якутов. Черная сталь. Всегда уважали черную сталь. Каратемир. И вот от этого тут тоже больстер. Копыта коня. Кара-ас называем еду из мяса. Темная еда. Это очень буквально топорный перевод. И внутренности, когда разделяем, да, когда разделываем тушу, то, что ниже диафрагмы, тоже называем кара. Ись, да, черные внутренности. И то, что выше, называем юрюн, ись, светлые внутренности. Вот такой же знак, только в объемном изображении сделан. Протравил этим марганцовкой, она не уйдет, она с костью пошла в реакцию уже. Вот это вот бивни мамонта тоже вставлены. А сам рог благородный олень. Так, акулагай по-нашему. Ну и переходим к узорам. Вот, да, понятно, да? Вот, два наследия. Ну, скажем, как ДНК соединились. Вот, божественный дух. И пошла жизнь. Вот. Вот этот вот сильный оберег. Караскал. Без карах. Называется. Пятиглаз, да, перевод. Топорный перевод, что ли, если буквально. На самом-то деле это когда солнце заходит в полярную ночь, просят хотя бы, чтобы оберег остался после солнца. И это по закону, ну то есть по ритму природы оберег такой. Календарь. Летнее солнцестояние, гэх, у нас праздник. Зимнее, самая длинная ночь, харатюнь. Карачун называют еще. Еще мифическое какое-то там существо придумывают. На самом-то деле это самая темная ночь в году. Весеннее равноденствие. Нюхере-ыс. Нюхере это, ну, мутные темные времена. Развей их. Навруз называют. И осенний Тейльген, когда солнце уже отходит подальше от земли. Когда Тейр это отходит, а вот Тейльген это отхождение, что ли. Ну, праздник урожая там и так далее, осенью. Вот такой вот. Каждая черточка это по 5 дней. И вот так вот по кругу. Вот. Считали так время. Ровно он совпадает с ритмом природы. В эти дни надо праздновать и радоваться. В году 13 месяцев, тут тоже все указано. Вот каждый угол это месяц. Их 12, и вот этот вот самый средний это 5. Есть пятидневный месяц короткий. Появляется летом перед летним равноденствием солнцестоянием на 5 дней. Хоп, появилась, и в небе хоп появилась, и хоп появилась. Быстренько. Вот.
А это вот знак трех миров. Сверху, ну или так держать, сверху, джага, приказ, ну, воля высших сил. И снизу тоже вот. А посередине вот изобилие растет, ну, срединный мир, растительность бесконечно идет. Вот. И алгыс есть. Үргүбатын, анныгыттан аргыйбатын. Так. Ну, снизу и сверху, чтобы было благополучно. Мы переходим вот глубоко философскому оберегу. Усть-Кут называется. Есть такой город, Усть-Кут называют. На самом деле это у него древнее название Усть-Кут. Вот. Но Кут это наполнитель. А это трещина от самого ливня. Мамонта. Ничего страшного. Натуральный. Итак, человек состоит из трех наполнителей, да, триединый. Мир триединый, человек триединый, время тоже также из трех составное. Мы думаем, что человек и душа есть, да, вот тело и душа, все. Из-за этого там инь-янь. А вообще их три. Тело материальное Боркут называется. Боркут. Салгынкут и Якут. Так, их трое. Боркут это вот наше тело материальное. У него своя память, самопишущая программа, всему обучается, наживает опыт. И вот все это самоосознание переходит в эго, вот, которое вот себя сама осознает, это эго. Вот. Салгынкут еще мы как-то подключаемся к нему. Мы через него летаем во сны, в астралы всякие. Интуиция, все это вот оттуда. И Якут это сердцевина, да, Е это мать. Ну, тут и тоже игра слов. Ете это вот сердцевина, да, так скажем. Ну, это, если по-простому сказать, это ДНК. И у этого ДНК есть свой дух. К нему, если подключиться, вот тогда человек чувствует опыт единения со вселенским разумом. Тут, когда душа, это непонятно, да, полетел там куда-то еще, что-то там не нашел, пришел, потерялся, разбудился, проснулся. После смерти там тоже летают много. Опыт единения идет только когда соединяешься с Якут. Это жизнь. Жизнь идет на ощупь, вслепую. И мы здесь воплощаемся в этот мир, чтобы жизнь направлять. Ну, грубо говоря, ДНК направляем, куда ему расти. Это очень, вкратце, очень топорно, сокращенно так. Вот эта вот философия передается. На него отдельно можно снять вообще ролик. Глубоко философский. И Якут произошло от слова Якут. И вот, избавившись от эго, человек, держа их в гармонии, да, вот на середине, если не, вот этот вот знак, да, как на Мерседес, без этих закруглений, вот то, что в середине, это знак гармонии, или вот только в гармонии их держа вместе, человек обретает духовный рост, и с ним, как по эффекту домино, все придет в этот мир. И вот желаемое изобилие и счастье, и с ним все, что с ним связано. Вот такой вот нож. Магический. Рабочий, магический. Кого заинтересовало, пишите в личку. Обращайтесь.